Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Жителям аварийного фонда вручили ключи от квартир. Новый дом построили в высокогорном селении Бурон. Заселить удалось сразу 23 семьи. Подробности в материале Раи Дзантьевой. Самых маленьких беженцев с Украины сегодня поздравили с Новым годом. Сладкие подарки вручили представители администрации Владикавказа. В Национальной библиотеке прошел творческий вечер поэта-современника Владислава Уртаева. Он автор 4 сборников, последний из которых в скором времени выйдет в свет. Сегодня мастер пера удивляет своим неординарным творчеством. Эти и другие темы далее подробно. Сегодня жители селения Бурон получили новые квартиры. Из аварийного фонда переселили 23 семьи. В торжественной обстановке ключи вручил глава Алагирского района Руслан Хадарцев. В общем, в Алагирском районе это уже второй и последний объект, который сдан в эксплуатацию точно в срок. Для семьи Кугаевых это настоящее счастье. Ведь Новый год и новоселье они теперь встретят в трехкомнатной квартире. Сюда осталось только перевезти мебель. Старому дому, в котором жила семья, более полувека. Находиться там было уже невозможно. Санузел, душевая оставляют желать лучшего. Дома построены в 50-х годах, в начале 50-х годов, и пришли в ветхое состояние. И люди жили в таких условиях. Стены отсырели, а деревянные потолки вовсе провисли. Кухня, в нашем доме, кухни где-то вот такие. Здесь кухня побольше, намного. В этом году в Алагирском районе под расселение попали 40 семей. По государственной программе всех жителей аварийных домов республики нужно переселить до 1 сентября 2017 года. До конца этого года предстоит сдать в эксплуатацию 3 дома – в Ордоне, Моздоке и Владикавказе. Это по программе уже у нас сейчас идет работы, ведутся по реализации по второму этапу по программе 2014-2015 года. Уже это Вельхотово дом, уже 3 этажа уже построены, в Беслане 3 этажа построены, в городе Владикавказе мы сейчас на фундаменте работаем, и в городе Моздоке тоже мы строим 42-квартирный дом. По этапу мы одни из первых в России защитили заявку по этапу 15-16 года. Там будет участвовать тоже город Владикавказ, будет участвовать в программе, город Моздок будет участвовать, и пригородный район, и правобережный район. Подвесные потолки, на полу ламинат, индивидуальные котлы в каждой квартире. Здесь также обустроена дворовая площадка. На возведение одного дома потратили 36 миллионов рублей. Рая Дзантьева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Пресс-конференция председателя Северокавказского банка Сбербанк России Александра Золотарева сегодня состоялась с журналистами региональных СМИ. На повестке дня вопрос о повышении процентных ставок по вкладам для частных клиентов. По словам специалистов, масштаб повышения составил от 1,6 до 3,25% годовых. Стоит отметить, Сбербанк повышает ставки по вкладам уже в 5-й раз за последние 3 месяца. Нынешний скачок еще масштабнее. Заметно выросли ставки по вкладам в валюте для различных категорий частных клиентов. В основном журналистов интересовала ситуация на валютном рынке и рынке жилищного кредитования. Деньги подорожали, и мы приняли решение поднять на 2% по данным видам продуктов наши процентные ставки. Отразится ли это на оттоке наших клиентов, я очень сильно сомневаюсь. Сомневаюсь, потому что 2% относительно ставки рефинансирования, поднятия, это 30%. И я не думаю, что в ближайшей перспективе деньги будут дешевле. Подводя итоги встречи, Александр Золотарев отметил, что Сбербанк России обязательно сохранит стратегическую линию в развитии региональной экономики. Хотя не исключил тот факт, что с учетом изменений на финансовых рынках придется поменять тактику. В конце он также попросил граждан не верить преждевременным слухам и сохранять спокойствие. Земфира Лолаева, Фатима Макиева, Заур Цеов, Осетия ТВ.
Маленьких вынужденных переселенцев из Украины с наступающим Новым годом поздравили представители администрации Владикавказа. С подарками в санаторий «Осетия» приехали Дед Мороз и Снегурочка. Здесь находятся 55 беженцев. Из них 12 детей школьного и дошкольного возраста. Каждый получил сюрприз в честь наступающего праздника. Ни одного ребенка не оставят без внимания. Тех беженцев, которые проживают не в санаториях, а у родственников, поздравят в школах и детских садах. От администрации приехали поздравить деток с наступающими праздниками, вручить им подарки. Большое спасибо за то, что оказали внимание, содействие в получении подарков детей к Новому году. У деток вот в садике будет в четверг утренники у большинства, и в воскресенье нас пригласили на утренник в Дворец пионеров. Тоже обязательно детки пойдут и поучаствуют в спектакле, в представлении. Бег пальцев, экспрессия в струне. 6 гордых жил, осанка и дыхание. Не знаю, откуда ты во мне, Испания. Настоящая поэзия. В Национальной библиотеке прошел творческий вечер поэта-современника Владислава Уртаева. Он автор 4 сборников, последний из которых в скором времени выйдет в свет. Владислав умеет абстрактно рисовать то, что видит и остро чувствует. Яркие колоритные произведения написаны в особой напористой манере, свойственной только Владиславу Уртаеву. Меня больше всего музыка вдохновляет. Сам процесс творческий уже в процессе слушания находится. Какие-то сферы определенные человек попадает, и начинается уже совсем по-другому дыхание. Само поэтическое дыхание, оно соразмерно с музыкальным дыханием. Одно и то же, по сути. Спасибо всем. Спасибо Ирине Гужебековой, спасибо за критику Фозева. Мне очень приятно всех видеть, всех слышать. Творчество поэта популярно как среди молодого, так и старшего поколения. Владислав не утратил своей скромности и смущения перед благодарной публикой. Глубиной и искренностью стихотворений он расположил к себе не только бесчисленных читателей, но и критиков, которые с глубоким уважением отзываются о творчестве поэта. Дело в том, что это год культуры в нашей стране, а Владислав Уртаев – один из лучших поэтов Северной Осетии, если не самый лучший. И нам хотелось завершить год культуры встречи с замечательным поэтом. Тем более, что в этом году ему исполнилось 45 лет. Когда читаешь его стихи, написанные в 14-15 лет, поражаешься каждый раз тому видению, которое было у этого мальчика. И оно у него осталось, расширилось и углубилось. На стихи Владислава Уртаева неоднократно писали песни. Некоторые из них включены в курс школьного образования. Произведения поэта публиковались на страницах газеты «Литературная Россия» и «Коммунист», а также в журнале «Дарьял». Тома Валева, Влада Бицоева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.